В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Тувы начали реализацию проекта «Читает мама, читает папа». Программа получила поддержку фонда президентских грантов. Суть проекта в том, что осужденный родитель будет читать произведения русских и тувинских писателей на видео. В дальнейшем запись получат их дети. Уранка Самбаржи с подробностями. В исправительных колониях республики стартовал второй этап проекта «Читает мама, читает папа». Совместный проект Национальной библиотеки имени Пушкина и УФСИН по Туве в начале года получил поддержку фонда президентских грантов. На 550 тысяч рублей была приобретена необходимая техника – видеокамера, петлички, ноутбук и другие атрибуты для съемок. На первом этапе готовили участников проекта. В первую очередь было отобрано 25 участников осужденных, у которых имеется от 1 до 8 детей. То есть есть мамочка, у которой 8 детей. Есть родители, у которых по 3-4. В основном это многодетные мамы и папы. Участников отбирали психологи и соцработник. Провели анкетирование, выявили их читательские интересы. Затем обучили участников технике выразительного чтения. Также избавили их от боязни публичного выступления. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. На прошлой неделе сказки и другие литературные произведения читали подопечные следственного изолятора. Сейчас идут съемки у осужденных колонии поселения номер 3. Отрицательных моментов в этом не было. То есть все относятся положительно. У нас участвуют как мужчины, так и женщины. Дети участников не только не потеряют связь с родителями, но и приобщатся к культуре чтения книг. Для самих осужденных чтение книг и небольшое видеообращение к своим детям после этого трогательный и волнительный момент. Многие не могут сдержать слез. Я читала сказку «Колобок». Я думаю, это приятно детям нашим, что мы им читаем далеко от них. Им очень приятно. Отснятый материал будет смонтирован, на видео наложат музыку, сделают фон и сохранят все на флешке. В феврале ролики покажут сначала самим участникам проекта, а затем вручат детям осужденных вместе со сладостями и книжками. Это первый подобный проект в России. Уранка Самбаржи, Буян Сундуй, Вести 2.